Впервые. Ключевое слово – это инаугурации. Впервые церемонию вступления в должность президента Южной Осетии было решено провести на республиканском стадионе. Благодаря этому увидеть историческое событие своими глазами смогли более 5000 человек. Спасибо всем, кто неравнодушен к нашей Осетии, к нашей Алании. Уверен, вместе мы сможем сделать наше государство лучше, а жизнь его граждан счастливее. Место, на котором сегодня проходит церемония инаугурации, выбрано не случайно. Мне хотелось принести клятву именно перед народом Южной Осетии, где бы присутствовали наши братья и сестры из Севера Осетии, наши друзья из Российской Федерации, благодаря которым на нашей земле мир и спокойствие. Также впервые здесь прошла и официальная церемония передачи вооруженных сил вновь избранному президенту. Провести ее раньше не было возможности, ведь по закону необходимо присутствие предыдущего руководителя страны. Сегодня это условие было выполнено. Поздравить Анатолия Бибилова в Цхинвал приехали делегации из России, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик Приднестровья. Всего около 300 гостей. Чеченскую республику на церемонии представил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Рамзан Ахматович направил сюда для того, чтобы я от его имени сказал слова дружбы, самых наилучших пожеланий новому избранному президенту Республики Южная Осетия. Рамзан Ахматович особо отметил роль Южной Осетии, которая находится совсем рядом с нами, в укреплении стабильности вообще на всем Северо-Кавказском регионе. Официальная часть мероприятия завершилась праздничным концертом, а после состоялся торжественный прием гостей от имени президента. Лариса Джабраилова, Булат Баканаев, Зелимхан Закаев. Новости.